Сегодня 1 июля, второй месяц лета начался. Проснулся в ОДО. Ветерок был сначала такой, дул. Все, и потом, но палатку продувает ее, чуть-чуть задувает в нее. Ну, нормально, в общем-то, уснул. Спальники теплые, все отлично. Ничего не слышал. У хозяйки спрашиваю, там, говорю, к речке спуск есть? Я не знаю, говорил, вчера нет. Она говорит, да, спуск есть, ну там медведь. Охранник говорит, тоже вот. Борис сейчас появится. Он говорит, ну, там, говорит, медведь ходит. Он говорит, аккуратно туда не спускайся. Но я не пошел вниз. Ну вот, утром встал, собрал. Вон вел стоит. Сейчас поем. Ну, уже все взял. Сейчас покажу, что ем. Там тефтель, гречка, чай с лимоном. Докупил конфеток у них. Ну, так недешево. На 900 рублей, короче, вот завтрак. Да, 900 рублей завтрак. Ну все, погода вроде наладилась. Пока дождя не предвидится. Это радует. Ну, я вот переоделся в кроссовочки. Все подсохло. Что постирал вчера, вот это вот все высохло. Отлично. Ну, с утра высохло. Утром солнышко еще было. Сейчас опять он зашло. Непонятно где. Ну что, отдохнул. Хорошо. Сегодня как минимум 60 надо проехать. Где-то там дорожные рабочие. Ну и потом до Кюбиме еще 60. 120 километров, в общем, до Кюбиме. Вон. А вон и Борис, охранник. В камуфляжке. Ну все, пойду покажу вам, что ем. Ну, нормальная кафешка. Цены бы снизить, и было бы вообще отлично. А девчонки-практикантки. Все на практике. Студенты. Вот. Вот кафе УД. С 8 и как пойдет? Ну, до 9. Без перерывов выходных. Все. Так. Ну, вот они, практикантки рабочие. А мы тут кушаем. Ой, сегодня у нас на завтрак что? Тефтели с гречкой и чай с лимоном. Это сладкое. Все, едим и в поход. Ну вот, завтрак прошел успешно. Поел с видом на горы. Сидел бы и сидел. Но надо ехать. Поход. Ну вот, Борис помог мне. Вон уходит охранник. Помог вытолкать в этот подъем. Вел. Все, пофотографировались. И вперед. Пока погода позволяет. А погода позволяет. Все, мы едем. Вон туда. Поехали. С Богом. Вот 100 метров отъехал. Тут снег лежит. Лежит снежок. Речка течет. Где-то там медведь ходит вот в этих окрестностях. Ну, красиво, да. Поехали очередную красоту смотреть. Очередной день. 1 июля. Второй месяц лета. Так, не гоним. Гнать не надо. Ну, продукты есть немножко. Китайскую лапшу докупил. На ужин сегодня 2 тефтеля взял. 2 яйца, 2 тефтеля и кусочек хлеба. Все, должно хватить. На перекусы конфетки есть. Жалко, пряников нет. Поехали. С орехами. Ну что, УДО? Ну, нормально, УДО. Такой центр, там достроится, строится еще. Но переночевать пойдет. Можно там, конечно, не в палатке, в домике переночевать. Ну, душем надо, да, как-то до ума довести. Баня, говорит, строят. Будет банька, будет нормально. Вот. Ну, готовят вкусно, еда. Ну, молодцы. Напитков выбор маленький прям. Вот, ну так перекусить хорошо. Ну да. Вот так вот, только перекусить пока. А хочется и подбаловать себя чем-нибудь сладеньким.
А там только скажи мне, я тебе скажу. Эти энергетики. Вот, ну и все. Ну, чай, кофе, понятно. Фу. Ну, место, вот, кстати, что мне понравилось, комаров мало. Что-то и вечером их было мало. Ну, дождь, наверное, был. И утром их нету. Хотя дождь закончился где-то ночью. Наверное, я спал. Да, дорога, конечно, грязюка. Местами вот есть такие просушенные участки. Пока грязь. Ну а здесь так река течет, так и едем вдоль нее. Сейчас подсохнет, пылище начнется. Тоже хорошего мало. И, ну, машин, правда, мало, да. Машин мало, пыль будет нечасто. Вот. Ну а там помогают хозяйки, водопрактикантки, парни на практике тоже, туристическое отделение. Отделение туризма. Вот. Говорит, сколько еще? Еще, говорит, недельку. И практика закончится. Другие, наверное, подъедут. Ну так пойдет. И им хорошо. И вроде народ есть. Ну, вчера к вечеру тоже несколько машин подъехало, встала. Ну, ночевала одна, по-моему, только. Остальные все уехали дальше. Я уже все, костер дожег, чай допил. И спать. Вот проехал 10 километров. Десяточка пройдена. Вот тут вот на горе остановился. Он кто-то меня догоняет, кто-то уезжает. Легковушка какая-то идет. Ну а здесь ручьи горные. Почему горные? Да горы вон кругом. Кругом. Вон, со всех сторон. Да. Там еще река, так и едем вдоль реки. Красота. Фу, жарко сегодня уже. Сейчас уже жарко. Ну, потому что кручу. А кто там едет? О, машинка. Все, проехали. Так, а я пью водичку и вперед. Ну, то вверх, то вниз, но в основном вверх поднимаемся. По чуть-чуть, но вверх, вверх, вверх. Ползем все. Еду, тут вот две красивых горки. Две горы таких, два холма. Дорога сухая, все, поворот такой делаю, поворачиваю. Хоп, 12%. Пам-пам. Ну ладно. Дорога уже все на склонах сухая, а в низинах там прям, ну, болото, еще грязюка вчерашняя стоит. Погнали дальше. Ну вот в низинках, да, тут лужа, грязюка, дорога так-то подсыхает, в ямах, понятно, вода стоит. Ну вот к мосту очередному подъехали через ручей Атмале. Ну что, грязища. Ручей Атмале. Хороший такой ручей. Шумный, бодренький. Угу. Он меня догоняет, машинка. Угу. И обогнала. Ну так хорошо. Ой, впереди горище какая вон. Да,
100 километров до Кюбюме. 20-очку проехал, 19 проехал, ну. А до Кюбюме было 121. О, еще 102 километра мне. Ну вот, да. Чуть низинка, все, лужи, ямы. Да вот на предыдущем подъемчике поднялся. Остановился как раз. Думаю, дай-ка смажу цепь. Ну, пока пыли нет. Смазал цепь. Постоял минут 5-10. Прям хорошо. Отдохнул и вот еду. И вот машинка обогнала. Второй подъехал. Поговорили. Да. Едут машины потихонечку. Трасса не пустует. Бывают, конечно, периоды. Пока хорошее движение. Не скучно. Ну, это крутить стало полегче с цепью-то прям нормально. То сейчас высохнет все, полище будет. Толку только смазала, она все налипло на нее. А пока хорошо. О, новые горы. Ну, за каждым поворотом все новые и новые. Бесконечно их тут будет. Да, такая наполовину лысая гора. Верхушка без растительности, высоковато уже. Не растет дальше ничего. Ну и прямо две горки. Две вершины. Да, дорога совсем подсохла. Ну, за исключением луж, ям. Хорошо. Солнце не больно жарит. Нормально ехать. Интересно. Написано. Река Сухая речка и река Адьмуле. О, какие у меня тормоза звучные. Но зато кричать лишний раз не надо, шуметь. Едешь, и хорошо. Так, две речки. Где вы? Непонятно. Так, ну-ка встанем, посмотрим на это. Что это значит? Ну да, течет. Старый мост был. Вот такие тут вот пейзажики. Отличные. Ну вот она одна. Вот это что ли? Ну это русло. Как это? Проток или что это? Непонятно. Ну прозрачная вода, да. Тут все его прозрачные. Даже вот вчера дождь был. Все чисто. Сейчас тоже остановился, в ручейке набрал. Ну такая чуть желтоватая водичка. Ну нормально. Пить можно. То уже закончилась одна емкость. Красотища. Ну тут площадочка такая. Остановочка похожа. Ну вот вышел показать, да и самому посмотреть. Вот там течет река. Вот здесь. Слышно ее. Мне, по крайней мере. Горы, горы, горы. А это вот дорога, по которой и тут еще выше. Еще выше. Да. Вот оно. Красотища-то.
Ну, ветерок, да, здесь тянет, дует. Идем. Смотрим. Да, вот так вот. Вон вел стоит. Ждет продолжения. Ну, так подъемчик все идет. Такой затяжной, не крутой, но местами крутой. Вот тут я пешком шел. Тут прям тяжко. Ну, а тут уже нормально. Вот так. Все, добрался до велосипеда. Фух. Можно ехать. Вон навстречу. Вон все, пылище пошла машины. Одна прошла. Ну, та сбавила, это прям прет. Все, пылище погнала. Это мы наверху где-то еще тут. А внизу там вообще, наверное, она стоит. Не пропадает. 638-й. Кюрбелях. Река. Река Кюрбелях. Ну, а там вот горы. И между ними еще и там снежок лежит. Прям хорошо. Ну вот. Ну, так-то все хорошо. Только мы все продолжаем подниматься. Я все жду, когда мы будем спускаться. Подъемчики идут и идут. Вот. Кюрбелях. Писали бы еще внизу переводы. Было бы вообще замечательно. Кюрбелях. Вон туда мы сейчас. Все выше и выше. Уже было поехал. Смотрю, табличка. Думаю, надо подойти, посмотреть. Ресурсный резерват республиканского значения Сунтар Хаята. Сунтар Хаята. Вот там границы очерчены. Короче, нахождение без разрешения запрещено. Соблюдайте правила. Пожарной безопасности, ну и все такое. Вот. Резервант. А мы туда, вон там тоже какая-то табличка есть еще одна. Читаем, что написано. Доехал. Автомобильная дорога Р-504, Колыма, Якутск, Магадан. Придорожная полоса 50 метров. Вот и все, что написано. Ну, вот пару мостов вижу впереди. Ну и дальше вроде не вижу возвышений. Хотелось бы уже и вниз поехать. А вот забрался на второй мостик. Вот такой вид открывается. Да мужика сейчас останавливаю машину. Говорю, сколько тут до рабочих дорожных? Он говорит, ну километров 15-20 где-то. Вот сейчас километров через 10 заячья петля будет, но там ее, говорит, спрямили. Подъемчиков особых нет. Нормально все. Говорит, только 3 медведей видел в прошлый рейс, не в этот. В этот раз, говорит, пока нет. А в прошлый раз, говорит, 3, говорит, не советовал бы ехать в этом году. Я говорю, ну я уж поехал. Вариантов-то нет. Пока еду. Вот. Ну, говорит, никто не стреляет, их 30 лет. К поселкам подходит, уже, говорит, обнаглели. Вот такие дела. Такие вот новости. Так, я проехал 34. Ну да, где-то на 55-м дорожнике будут.
поближе к людям. И где-то заячья петля. Уже не петля, а просто заячья, наверное. Выпрямлено это. О, 640 километр. Да. 10 километров все горы. Да больше. Километров 15. Подъемчик такой был. Может больше, может все 20. Или вот сколько я 34 проехал. Может все 30. Короче, дорожка такая. Ну, говорит, тут более нормально. Там 2 перевала будут небольших. И перед Уснерой, там километров за 30 Ольчанский. Я говорю, до туда доехать еще сначала надо. Добраться. Ну вот, а тут наскальная живопись. Остановимся. Он сидит. То ли русалка это, то ли еще кто это. Угу. Написано Татавтодор. Татавтодор. Ну и хорошо. Вот так красиво дорожка идет. Раз и вверх зигзагом. А здесь, да, все те же горы огромные. Здоровые, большие. Похоже, праздник наступил. Дорога пошла вниз. Да, это 642 километр. Вот тут старая дорога рядышком. Уже старая. Все ездят по новой. Да и на новой-то вон уже все опять ямы. Вот тут наверху прям разбито. Вот Камазик обгоняет меня. Или что там за машинка. Ну а здесь вот такая вот, как это называется-то, долина меж гор, лесистая. А горы и долина. А это был спуск у нас к реке Сетарым. Река Сетарым. 643 километр. Вон была дорога. И все. Теперь она здесь. А вон снежные вершины. Вот между этими двух гор, там дальше гора заснеженная. Остановился вот прям напротив ручейка. Думаю, дай-ка я водички наберу. Очень рыхлый грунт. Она вот течет прямо с гор. То у меня уже заканчивается. Сейчас я ее пополню запас. Вот так это все бурлит. Давай наберем. Вот дорога. Ну, наверное, скоро вниз пойдет. Пока все наверх. То вверх, то вниз тут. Ну, это где-то на вершине. Давай чуть наберем водички. Пусть будет. Вот и хорошо. Так. Колбочку. Ай, где ты тут у меня течешь? Ну так еще просто и набрать. Вот здесь. О!
Да, холодненькая. 647 километр. Здесь вот стояночка. Можно передохнуть. И вот бесконечная дорога. Я так понимаю. Нарисована восьмерочка на боку. Сейчас прочитаем, что. Беседка есть. Хорошо. Ага. Знак. Посвящается подвигу строителей автодороги Колыма. Строительство участка автодороги Хандыга-Тампарук-Кадыкчан начато в 1941 году и движение открыто в 1944 году. Реконструкция участка 662 по 692 Заячья петля федеральной дороги Колыма произведена в 2020-2024 году. В 2024 закончили реконструкцию Заячьей петли. Там, говорит, срезали ее 662 по 692. 30 километров было. Фу, ну вот так. Так, немножко передохнем. Что-нибудь съедим, конфетку. Или шоколадку, что-нибудь и дальше. Кстати, ириски хорошо заходят. Дома-то я их вообще не ем, как бы. Ну, сахар галимый. Вот это с арахисом. Вкусно. Угу. О, бродик небольшой. Ну, пошли на ту сторону. Перейдем. Угу. Это напротив стоянки, на другой стороне. Тут вот речка течет. Угу. А вот там за деревьями водопадик. Угу. Здорово. Да. Вон что тут. Километр 5% подъема. Ну, сейчас поговорил с водителем. Они тут как раз строят все это хозяйство. Достраивают. Он говорит, ну, говорит, ты скоро будешь там около границы водораздела, куда реки потекут в одну сторону, в один океан, другие реки в другой. Вот, то есть все выше и выше поднимаемся. Сейчас еще подъемчик будет километров 10. Ну, такой, около 10. Фу, да. А я тут думал уже вниз, а мы еще вверх. Ну ладно. Вверх так вверх. Ползем. Ну да, река вон снизу осталась. Вон. Экскаватор работает. А мы едем дальше. Как я понимаю, может неправильно, но где-то вот здесь уходила дорога на Заячью петлю. А сейчас вот сделали новую. Или может чуть дальше это будет. Ну где-то вот здесь. Мне так кажется. Вот речка течет. И ну, дорога пошла туда, а старая вон какая-то. Ладно. Идем дальше. Ну да, вот немножко отошел. Туда он разрыли, все срыли. Вот так это все разрыто, выровнено. Оп! Вкопано. Ну и вон уже, да, горы как бы на одном уровне с нами. Уже не надо голову задирать.
Прошел я этот километр в горку. И вот дорога пошла вниз. Очередной раз. И здесь дорога пошла вниз. Оттуда вот я поднялся. Вот оттуда. Ну а так вообще вон оттуда. Ветерок здесь наверху. Вон солнышко за тучами. Ветерок чувствуется, прям тянет, холодный. Надо застегнуться. 650. Ну здесь еще вон, да, эта гора все бесконечная. Остановился смотреть на речку. Ну и передохнуть. Подъем продолжается небольшой. Вон, чуть-чуть въехали в горочку. Вот так вот. Речка бежит. Снежок лежит. Да, ну и горы. Елки еще растут. Еще не очень высоко. Вот спуск пошел. Ну а тут тоже вода бежит. Воды полно, хорошо, чистая. И речка чистая. Здорово. Ладно. Давай ехать дальше. Что-то я не тороплюсь. Тут быстро не получается. С горки в горку. В основном в горку. Ну вот. Прям череда спусков, наверное. Или череда спусков и подъемов. Ну, речка шумит. Хорошо. Ручей Долгачан. И он там часовенька с крестом. То есть, что мы на вершине перевала. Это хорошо. Ну, похоже, добрались. Ручей Долгачан. Ну, вон экскаватор работает. Такой нормальный ручей. Главное, чистый, быстрый. Сейчас подойдем, почитаем, что написано. Там, вон там между гор опять морось идет. И ветер сюда дует. Вело оставил, ручей Долгачан. Поднимаясь сюда на горочку. Ну вот. Часовенька такая. Крест. Иисус Христос. По блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабам Твоим. Преснопомина им православным христианам на месте сем погребенным и сотвори им вечную память. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Проехал 49, 6:15. Где-то 7,8 средняя. Да, солнышко вон там на горах хорошо. Тут река. Да, я достаточно высоко поднялся. Это снег. Вот это вот. Это тоже снег. Там дальше тоже снег. Причем его много. И он не тает. Все-таки подъехал ближе. Иду вот по этому мху. Или шайнику. Блин, мягенько. Хорошо прям. Наступается. Четко все. Мягко. И вот я. Вон он прям аж голубой. Белый, голубой. Там он лужится. Я туда вниз не пойду, там болотце. Вот так вот. Класс. А вот и горки. Отлично. Вот так вот.
Ну и вот на сегодня самая большая плантация залежи снега. Да. Его здесь море. Можно подумать, что из него прям бежит река. О. Да, там идет дождь. Я на 662 километр дохожу. Вон вершина. Там рабочие дорожные должны быть. У них там база. Ну а поднялся. Я все поднимаюсь. То был не перевал, не конец. Вон, все оттуда иду. Уже на том уровне, где деревья перестают расти. Вот. Дальше деревья не растут. Ну, короче, вот эти, сколько, 57 километров от Одо до сюда. Тяжелые 57 километров, все время в горку, все время вверх. Вот эти последние 20 километров от этой петли там, бесконечности-то. Блин, я иду пешком, километров 10, наверное. 10 проехал, 10 иду. 5-6%, как бы они тут сделали новую дорогу, тут срезали петлю. Ну вот я иду. Тут километр, там 1,5, тут 700 метров. Короче, так, нахаживаю километраж, да. Что там у нас? А вон машинки стоят, да. Ну и дальнобойщики, а мне похоже, или их машины. Разберемся сейчас. Так, время без 10:08. Я 7,6 средняя. 7:27. 7,5 часов. Это только вот ходьбы и езды. На остановке были. Отдыхал, потому что я выехал, считай, в 10, в начале 11. Вот. Время 7. Да, не быстро. Ну, с ребятами Вероник сейчас теперь пойдет вниз. Ну, какое-то время опять. Пониже до следующего. Километров 100 будет так. Холмики, сопочки. Да. Сегодня нормально. 57. Ну, сейчас тут копейки какие-то набегут. Вот. Дождик собирался. Я переоделся. Вот так покапал чуть и закончил. Я обратно переоделся. Снял. Да. Комарё появилось. Собаки. Ну а так вон. Там тучки. Там солнышком. Здесь голые горы, лысые. Вот. Ну и за мной там кто-то, какая-то машина идет. Ну, должна идти. Я ее слышу, по крайней мере. Ручей, не куляк. И вон там указатель вроде на базу дорожников. Во, вахтовый поселок Сельдорстрой. Вот мне в него, вон туда. Чуть-чуть вниз. Там прям техники полно у них. Хорошо. Так, это получилось. Сейчас я 50 метров проеду. 30. И будет 58 километров за сегодня. 58 км, да. Это тоже результат. В горочку тащиться, блин. Ну что, где мы будем размещаться?
Давай сейчас спросим, ребят. Тут никого нет. Пошли вниз, вот туда, к вагончикам. Да, тормоза прям самое то для отпугивания медведей. Ну и прочей живности. Так, ну куча техники. Ладно, отключусь пока. Так, добрался до поселка рабочих. Вот Игорь нет, вот Ильдус обратился к нему. Все, говорит, сейчас будет. Поможем. Разместим путешественников. Все, он Игорь. Здравствуйте. Да. Фу, все, сейчас велик куда-нибудь пригоню. Опять пошел дождь. Короче, с погодой мне везет. Сюда можешь поставить. Вот. Никто не сломит. А? А столовая? Вот за машиной. Вот туда, коричневая дверь, да? Нет, да. За КамАЗом. Ага, ладно, спасибо. Покормят, да? О, благодарю. Пойду отгоню это хозяйство, все. А этот запасные колеса где? Колес нет, только покрышки. Ой, эти, как называется, камеры. Только камеры взял. Насос есть, да, нормально. Что есть? Насос есть. Да, электрический, я в этот раз взял электрический насос. Не стал париться, ничего. Ну, видишь, они... скоростной идет? У меня вот тут вот, все вот в этой. Здесь-то одна, все, 8 скоростей. Но я тремя только пользуюсь. Тяжело, потому что ехать. Вот смотри, я сегодня проехал. Так, вот сегодня проехал 58, вот до сюда прям. Средняя 7,6. 58 вы откуда сели? От ОДО. А? ОДО. Это наверное, графический центр. Ну там избушки 58 стоят. это ерунда. А с Якутска сколько шли? 21 я выехал. Сегодня Ну, первое. здесь получается 663 километра должно. Вот я за... Сейчас посчитай, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 29, 30 и 1. 11 дней. Ну, так получается. Вот. Вообще земляк. Ну да, мы с Урала. Южный Урал. Ну. И коллега мой, между прочим, адреналина человека не хватает. Ну да, надо менять что-то. На севера, конечно, я такой еду, дома такой нет, лежу на диване, думаю, я туда и обратно. Сейчас такой еду, думаю, мне бы до туда бы доехать. И больше я здесь не ходок, наверное, сюда. Ну, тяжелая дорога тяжелая. Свет поставьте. Ага, пойду. Вы зайдите там Зина. Добро. Чайник закипятите. Ну, чайник уже у вас вагончик. Ага. Сюда пока все пустишь. Ну что, пошли поедим? Пошли что-нибудь съедим. Сказали, могут покормить. Будем есть. Зашел в столовую. Все, хозяйка меня накормила. Сегодня на ужин. Тут на выбор, кстати, у них кормят хорошо. Картошка, макароны. Я взял картошку, рулет, курицу. Была еще свинина, что-то еще. А, рыба. Вот. Ну, я думаю, мне вот курицы с рулетом хватит. Ну и чай. Все. Хлеб. Тут у них вон все стоит. Отлично. В общем, хорошо кормят. Я доволен, в тепле, сытый. Сейчас пойду размещаться. Ну что, 1 июля завершается потихоньку, причем удачно. Ну, сходил на ужин, все, поел, вышел. Думаю, пойду я в баньку. Сходил в баню. Большая баня, там, я не знаю, на сколько человек. Ну, тазиков, наверное, 10, там, 12. 10-12 тазиков.
ковшики, тазики, все, горячая вода, холодная вода. Блин, ну классно. Все деревом обшито. Там этот бак, который греется, камнями обложен. Короче, можно парку поддавать, так чуть плеснул. Ну и мыться и париться все в одной. Все, выходишь, или перед так как в баню заходить, там стиральные машины. Тоже можно постираться. Тут скамеечка в предбаннике, ну нормально. И просто вход. Входишь, грязную обувь оставил, в предбанник зашел там, переоделся и, вернее, разделся и погнал. Все, кто стираться, кто мыться. Классная баня, отлично прям. Помылся. Вот, вышел. Вещички он собрал кое-какие. Сушить только негде. Сушить вон здесь в кубрике повесил. Короче, вагончик такой, входишь. Холодильник, там вот умывальник, чайник, калориферы эти вон, да, отопительные приборы. Вот пылесос есть. Ну, принтер тут. Ну, тут начальство живет, им надо печатать, работать. Рации. Ну, в общем, нормально все здесь у них. Коврик вот. Коврик. Все в коврах. Классно. В общем, жить можно. Прям работай, пришел, отдыхай. Хорошо. Свет есть. Вот тут где-то вот, оп, вот так вот. Все, свет включается. Вон я бельишко развесил, сохнет. Ну, сегодня вот тут буду спать. Они говорят, правда, белья постельного нет. Я говорю, да не надо, у меня все есть. У меня и спальник есть, и термобелье. Все хватает. Сейчас он термух одел. Ну, тепло, в общем-то. Просто одел после баньки. Что еще такого хорошего? Собака черныш тут бегает. Такая сначала думала, лаять, не лаять. Минут, наверное, 10. Потом местные подошли ко мне, поговорили. Она такая, осмелела. Так, ну, играться хочет, бегает, прыгает. Все. Все, сейчас немножко. Ну я поел, да. Поел, помылся. Такая усталость накопилась. 58, да, маловато, конечно. Но по этим горкам я сегодня ехал. Да, тяжеловато. Все в подъем. Здесь, он говорит, 1400, примерно такая высота. 1400, около 1500 метров. Высота гор. Ну, я говорю, они уже перестали вот там деревья расти. Такие вот карликовые растут. Да. Так, у меня остался еще ужин. Второй судо, который я брал. Там тефтель у меня, яйцо. 2 яйца, тефтель. 2 кусочек хлеба. И попить надо. Вот, что-то надо попить, придумать. Вода мягкая, кстати, непривычная у нас после Урала. У нас жесткая вода. Здесь она прям мягкая. Ну, тоже пойдет. Лучше, чем ничего. Вообще отлично. Не то, что лучше. Короче, мне все нравится. Пока все. Буду заниматься делами.